хотелось бы небольшую передачу сделать для своих читателей, подписчиков. Что меня подвигало к этой передаче? Вот буквально еще сутки не прошло, один известный исследователь, Бакаев Хасан, выставил материал под названием «Загадочные манускрипты из храма Тхабаирт». Мне этот материал тоже переслали. Я хотел бы об этом сказать немного. Давайте зачитаю текст, который приводит Бакаев Хасан. Старшина чеченского селения Кулар, Олари, Кайтуко Баков, являвшись, судя по всему, тайным информатором российской администрации на Кавказе, 4 марта 1785 года доставил в Кизляр весьма интересные сведения. Он сообщил, что днем раньше был в селении Алде, в ставке шейха Мансура, и застал там около 2000 чеченцев за подготовкой похода в Ингушетию. Сообщение Кайтука Бакова, хранящееся в российских архивах, передается в следующем виде. Будучи в Алдынской деревне 3 марта 1785 года, и было замечено о приготовлениях жителей многих чеченских деревень идти в поход. Для этого шьют они будто бы знамена и говорят, что пойдут с Мансуром к ингушам для обращения их в магометанство и для отыскания какого-то древнего Алкорана, якобы хранящегося у ингушей. И приводит здесь, автор вот этой заметки приводит исходные данные Центрального государственного военно-исторического архива. В силу разных причин, не имеющих отношения к нашей теме, шейх Мансур стал из месяца в месяц откладывать свой поход в Ингушетию, который в конце концов так и не состоялся, пишет Хасан Бакаев. И продолжает. Однако нас в первую очередь интересует смутное упоминание о древнем Алкоране, который якобы хранился где-то в Ингушетии. При этом обращает на себя внимание странное обстоятельство, зафиксированное в процитированном нами архивном документе. Ингуши еще не мусульмане, шейх Мансур только собирается обратить их в ислам. Однако у них где-то хранится древний Коран, важный настолько, что шейх Мансур и так далее, и так далее. Конечно, надо было бы Хасану Бакаеву почитать материалы вот этих первых посольств на Кавказ, российских посольств, других посольств. Там указывается, что вот этот старшина Ларса, он на Коране жертву приносит, то есть клятву на Коране приносит о том, что он плохого не сделает этим людям, да. То есть там уже были мусульмане. Так надо, вот этот момент очень показательный, что никто не должен был нас в мусульманство приводить. Смотрите, Мансур обещал своим соотечественникам содействие турок, аварского хана, Уцмия Каракайдакского. Турецким войскам заходить сюда далеко и весьма затруднительно, говорили люди, не верившие обещаниям имама. И этого никогда не бывало. Гораздо легче было бы возвратить им отнятый Крым или идти на Кубань. Но и туда они не идут. Но как нам противиться русским? Долго ли, коротко ли они нас загонят в горы, где мы помрем с голоду? Лучше успокоиться и просить пощады. Напрасно мы надеялись на него, говорили чеченцы, и сделались русскими противниками. О чем идет разговор? Вот почему вот такие мнения сложились у населения Чечни того периода? Давайте посмотрим. Вот смотрите. В рапорте майора Елагина от 30 мая 1787 года, Государственный архив и так далее, также в рапорте бригадира Нагеля 1 июня 1787 года сообщается. Смотрите, что там сообщают. Несмотря на нерасположение к нему большей части населения, Мансур успел собрать вокруг себя толпу в 1000 человек. Здесь были чеченцы, тавлинцы, андреевцы, аксаевцы и по преимуществу качкалыки. Все люди бездомные или абреки. Рапорт майора Елагина от 30 мая 1787 года. Опасаясь оставить их без деятельности и через то подвергнуть грабежу свои селения,
Мансур двинулся против карабулаков. То есть о чем это говорит? Что, что никакого там ни приготовления, там, ни отложения нет. Они двинулись, они разоряли ингушские селения в предгорьях. В происшедшем столкновении имам показал себя трусом. Чеченцы смеялись над ним, говоря, что он робел, быть близко к драке, а стоял всегда поодаль. Это из рапорта бригадира Нагеля. Трусость у горцев всегда считалась самым величайшим пороком, и поэтому, естественно, что Мансур подвергся страшным насмешкам и потерял всякое доверие. Видя безуспешность своих действий в Чечне и зная о приготовлении Турции к войне с Россией, лжепророк решил отправиться в один из турецких лагерей и там предложить свои услуги. В то время турецкие лагеря, они на портах Черного моря располагались. В начале июня 1787 года при помощи закубанского владельца Казагирея Мансур оставил Чечню и ушел за Кубань. Порта рада была переманить его на свою сторону, как политического деятеля. Еще ранее уходом Мансура на Кубань один из кумыкских жителей, путешествовавший в Мекку и возвращавшийся через Константинополь, был призван к визирю. Вот смотрите, хотелось бы обратиться, чтобы ошибки не делали историки. Я с уважением отношусь к Хасану Бакаеву. Это грамотный, начитанный человек. Он историк профессиональный. Поход состоялся, просто ингушские общества очередной раз отбили свое предгорье от агрессоров. И Мансур вынужден был ретироваться к туркам на Черное море. Все давным-давно уже написано, расписано. Нельзя вольно распоряжаться историей, сочинять небылицы. Можете почитать Дубровин Н.Ф. «История войны владычества русских на Кавказе». Это не обязательно архивные документы искать. Смотрите, если, например, вот этот документ, который майор Елагин, бригадир Нагель там выставляли, да, видите, как они описывают? Они отдельно описывают чеченцы, андреевцы, аксаевцы, качкалыки. Они еще как народ, единый там, под общим именем чеченцев, или тем более ночи не были. Это на 1785 год. Вот когда они собрались. Но они были едины тогда не как народ, а едины были в стремлении не оставить ингушей в покое. Какой там Алкаран? Пограбить селение, это много раз было. От шейха Мансура до Шамиля все это продолжалось. Крепости не захватывали, ни одну крепость не захватили. Ни Владикавказ, ни Назрань, ни Мазрань, ни Предгор, никакую. Только ингушские селения не давали людям сеять, пахать, детей воспитывать. Да, конечно, будут ингуши недовольны. Конечно. Разве такое поведение останется приятным для людей? Нет. Ингуши никуда не ходили к этим народам, собрав целые толпы там всяких представителей, не грабили, не убивали. Да, нет таких случаев. Ну что ж, просто надо быть точнее. Я с уважением отношусь к этому историку чеченскому, Бакаеву Хасану. Но все равно надо быть точнее. Нельзя. От себя произвольно историю менять нельзя.